Витражи, разбитые окна, затопленные залы. Такую картину можно увидеть в 13-й Гамурзиевской школе. Стихия была безжалостна. Радует одно – никто от последствий града и шквалистого ветра не пострадал. Эту школу сдали в эксплуатацию только 2 года назад. По словам директора, ранее никакие ветры и дожди не наносили им такого масштабного ущерба. Даже система видеонаблюдения вышла из строя. Были разбиты окна. Вся эта вода дождевая просачивалась через закрытые окна и вентиляцию. Были повреждены все козырьки с улицы. На первом этаже частично были затоплены коридоры. Подвесные потолки у нас провалились. Полностью из строя вышло видеонаблюдение. Во дворе собрались родители, чьи дети учатся в этой школе. Пришли узнать, когда начнется ремонт и успеют ли они до начала учебного года. Ашат Костоева переживает, пожалуй, больше остальных, ведь здесь у него учатся 5 детей, а спорт, по ее мнению, играет ключевую роль в жизни ее сыновей. Я переживаю, потому что у него будет отсутствовать спортивный урок, это физкультура. Я еще хотела узнать, на какой стадии у нас идет работа. Я сегодня как раз пришла посмотреть, что к чему. Когда вот это все увидела, я так переживаю, потому что если вот этот случай, если был бы, когда во время вот это занятие, это вообще было бы страшно для детей. Рабочих подрядная организация, которая строила школу, уже прислали. Пока они заняты тем, что освобождают спортзалы от разбитых окон и витражей. Мы связались по телефону с генеральным директором строительной фирмы. Он утверждает, что такая ошибка произошла по вине проектировщика. Они же, в свою очередь, все строили по генеральному плану. До 1 сентября кудишенях азебол хабиян. Уже мы начали бы давно. Пока вопрос даже куда-то. Если мы за 3 месяца, за 4 месяца они полностью построили школу, как мы не можем за 2 месяца это сделать. Все же, как отмечает подрядчик, выход из сложившейся ситуации необходимо найти, чтобы к 1 сентября дети смогли в полной мере заниматься спортом и посещать все занятия. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.